Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Завершилась 33-я международная олимпиада школьников Туймаада, одно из самых ярких событий в мире школьного интеллектуального спорта. В этом году за награды по математике, физике, химии и информатике боролись 138 талантливых ребят из России, Румынии, Казахстана, Сингапура, Индонезии и Южной Кореи. Об олимпиаде нынешнего года и в целом об олимпиадном движении школьников мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Марина Соколова, председатель методической комиссии, заместитель председателя жюри Международной олимпиады Туймаада, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа СОРАН. Марина Дмитриевна, здравствуйте. Добрый день. Если мы говорим с вами о олимпиаде, которая изучает точные науки, химия вполне может такой считаться, давайте поговорим вот об этой дисциплине. Как там прошли соревнования? По химии у нас олимпиада проводится в рамках Туймаада с самого начала ее создания. И надо сказать, что больших изменений до ковида у нас не было. У нас было два тура. Один тур теоретический, второй тур экспериментальный, потому что химия – это наука, безусловно, экспериментальная, и без эксперимента это не наука. Но когда начался ковид, там, безусловно, пошли эти ограничения по присутствию, и поэтому пришлось Олимпиаду передвинуть в онлайн-режим. И вначале мы, год 20-й мы пропустили, химики и физики пропустили, у кого есть экспериментальные туры. Потом сориентировались, и в химии у нас был такой формат, как, в рамках теоретического тура экспериментальный тур проходил как мысленный эксперимент. То есть мы давали реальные данные химических экспериментов, но ребята не проводили сами эксперименты. Они должны были, используя эти данные, решить задачу. Да? Но все-таки без ручного труда химики – это не химики. В этом году мы решили, что если мы проведем экспериментальный тур в очном режиме, то у нас будет очень мало участников. И поэтому сделали следующим образом. У нас теоретический тур был для всех, а экспериментальный, он назывался не тур, а турнир в рамках Олимпиады. Он проводился очно на базе Северо-Восточного федерального университета, и в нем участвовали только очные участники. И на следующий год мы все-таки хотим попробовать сделать экспериментальный тур на площадках Олимпиад. То есть страны, которые будут принимать участие, чтобы там лаборанты, организаторы организовали экспериментальный тур у нас уже удаленно. В этом году у нас участвовало 40 участников, 18 ребят были в старшей лиге и 22 участника в младшей лиге. И надо сказать, что представительство на химии достаточно серьезное, потому что было 9 команд. Команды из России – это команды Москвы, Новосибирска, Казани. Это признанные лидеры олимпиадного движения в России. Была команда еще Пензы, тоже достаточно хорошо они в олимпиадном движении на российском уровне проходят. И команда Южной Кореи была, потом команда из Индонезии, команда из Сингапура и наши постоянные участники – это команды из Казахстана и Румынии. И надо сказать, что все команды, и, конечно, наша команда. И надо сказать, что все команды, которые участвовали, они прислали на эту Олимпиаду очень сильных ребят. Потому что если считать российские регионы, то все участники из Казани, Новосибирска, Москвы, Пензы и еще Новосибирска, да, они все участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
А у нас Туймада на уровень сложнее получается. У нас Туймада, она не сложнее, но вот статус ее достаточно высокий на российском уровне, потому что к нам приглядывается и ценит эту команду Центральная методическая комиссия, Всероссийской олимпиады школьников по химии. К нам приглядываются международные олимпиады, потому что, допустим, вот мы удивились, я вот не помню сейчас сразу в каком году, но к нам приехала команда Ирана. Мы думали, что кто-то из наших постоянных участников сделал им рекомендацию, оказывается, нет. Они промониторили все химические олимпиады и прислали к нам своих участников. Значит, и вот надо сказать, что когда вот статус, да, он достаточно у нас высокий, потому что на нашу Олимпиаду приезжают участники, вот, ну, действительно, победители, призеры очень таких престижных химических олимпиад. А наши-то ребята как выступили? Есть чем похвастаться? Да, вы знаете, в этом году у нас, ну, я могу открыть, но уже подписан протокол, значит, результатов. У нас 3 участника стали призерами этой Олимпиады. И надо отметить, что призерами стали ребята из младшей лиги. И здесь следует тоже отметить, что сейчас большое внимание на химическое образование, вообще в российском образовании, потому что это залог хорошего инженерного образования, а инженерному образованию уделяется сейчас приоритетное, значит, внимание. И вот Малая академия наук Республики Саха-Якутия является региональным центром центра «Сириус». И ребята, вот, которые вот из младшей лиги, они попали в очень хорошее русло вот этого взаимодействия, потому что эти ребята начинают заниматься олимпиадным движением с 8 класса. Если, допустим, Всероссийская олимпиада школьников по химии начинается с 9 класса, но если сказать так серьезно, то в 9 классе олимпиада это сложно начинать. А мы готовим ребят уже с 8 класса. У нас есть 2 таких приоритетных мероприятия. Это Олимпиада «Первая орбиталь», которая своя собственная Олимпиада Малой академии наук. Первая орбиталь проходит в феврале, в марте каждого года. И в этой Олимпиаде могут участвовать ребята 8 класса и ниже 8 класса, потому что есть ребята, которые прям уже начинают заниматься с 5, 6, 7 класса. Сами увлекаются. Сами увлекаются, да. И здесь нет никаких преград. Каждый школьник нашей страны, потому что это Олимпиада официальная, могут участвовать в этой Олимпиаде. Что она дает? Значит, мы даем ребятам возможность участвовать в этой заочной Олимпиаде, позволяем им пользоваться всеми справочными материалами. Мы как бы и результатом, значит, победителей и призеров приглашаем в Малую академию наук. И как раз-таки сборы с 8 класса, они идут под эгидой центра «Сириус». И это очень такое углубленное, значит, обучение ребят, это полный мозговой штурм. В течение недели ребята имеют по 6 и порой по 8 часов академических химии. Это дает возможность сделать им очень, достаточно хорошую базу по химии и участвовать в этом. У нас в этом году было очень приятно, что девочка из 8 класса, Посельская, Нюргуяна, она стала призером, причем диплом 2 степени, она 8-классница. Молодец. Да. Но я думаю, мозговой штурм происходит же и у комиссии, которая составляет задания олимпиадные. А вот по составлению заданий, да, значит, безусловно, я вот председатель методической комиссии, и надо отметить, что лично я люблю именно вот эту свою как бы должность в этой Олимпиаде, потому что, это действительно мозговой штурм, это мотивация ребят, мотивация для авторов задач. Мы раньше, когда вот Олимпиада начиналась, задания придумывали в основном преподаватели.
серьезным педагогическим стажем и так далее. А сейчас у нас получается так, что практически все задания у нас готовят бывшие олимпиадники. Причем бывшие олимпиадники как из Республики Саха-Якутия, так и олимпиадники Туймады, которые приезжали когда-то к нам в Якутию, вдохновились этой олимпиадой и прямо сами просятся, чтобы они составляли для этой олимпиады задачи. Потому что мировая олимпиада, она проходит несколько в таком полутестовом режиме, и они говорят, вот у вас задачи интересные. У нас все задачи авторские, и подбираем, вот моя задача подбирать, конечно, по направлению химии, там физическая, органическая, неорганическая химия и так далее, но у нас еще есть такие вещи, когда, значит, мы от олимпиады до олимпиады прослеживаем, какие события в химии в мире были. И, допустим, в этом году у нас Олимпиада была посвящена 80-летию атомной промышленности России и посвящена юбилею Михаила Васильевича Ломоносова. И кроме этих задач общемирового такого как бы уровня памятных дат, мы еще обязательно включаем олимпиады, которые касаются нашей республики. В этом году у нас бывшая наша олимпиадница, уже закончила, Татьяна Степанова, она придумала задачу по вечной мерзлоте. То есть у нее вот, значит, вечная мерзлота, какие проблемы надо решать химическим образом. Вот она придумала задачу, и она вот к нашему региону вот, значит, подкреплена. Мы всегда вот такие задачи у нас всегда есть. И еще вот задачи очень интересные придумывает бывший призер Всероссийской олимпиады школьников Артур Оконешников, потому что он всегда выбирает самые актуальные, самые крутые направления химии на сегодняшний день. И в этом году он придумал задачи на тему микрофлюидика и на задачу на механохимические процессы. Вот. И поэтому вот ребята, ведь задача олимпиад не сидеть, ну, как бы решать только зная академическую химию. Нужно же еще ребят как-то повышать их кругозор, потом давать им пример, в каком направлении двигается химическая наука, потому что, безусловно, самая главная задача олимпиады – это мотивировать ребят на то, чтобы они выбрали своим профессиональным делом химию. Ну и не только, если речь идет и о других науках, главное, чтобы в олимпиадном движении принимали участие. Да, и вот надо сказать, что вот программа «Сириус» позволяет учиться онлайн. И вот я советую всем родителям, чтобы они подвигали детей своих, чтобы они участвовали в олимпиадах, потому что все 100-бальники или ребята, которые больше 90 баллов, они все олимпиадники. Потому что школьная химия, к сожалению, очень такая, хорошо не подготовишься. А здесь можно в олимпиадном движении ребенку дать возможность получить очень высокие баллы на ЕГЭ. Будем иметь в виду. Марина Дмитриевна, большое спасибо, что пришли к нам, рассказали. На самом деле все это очень интересно. Приходите к нам еще. Хорошо, спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.